Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Дарья Кучеренко. Сегодня у нас в гостях в программе «Персонально ваш» политолог Сергей Лаврентьев. Я вас приветствую. Добрый день. Номер для ваших смс-сообщений с вопросами +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться и смотрите прямую трансляцию из нашей студии в Фейсбуке и на Ютубе. У меня первый к вам вопрос, как человеку, который преподает у студентов, как раз про студентов. Дело в том, что буквально вчера штаб Навального в Уфе, или нет, штаб сообщил, наверное, несколько дней раньше, а вот средства массовой информации написали вчера о том, что студентов в Уфе принуждают голосовать на определенных участках. Заставляют их регистрироваться, чтобы проголосовать конкретно на участке в общежитии или в учебном корпусе 18 марта на выборах президента. Во-первых, считаете ли вы это нормальным? Когда студентам говорят, ты должен проголосовать именно так. Во-первых, считаю, что это абсолютно ненормально, потому что студент такой же гражданин, и в соответствии с избирательным законом имеет право голосовать там, где получается, или на том, где он живет, или там, где он находится, как вот сейчас это позволительно. Вот. С другой стороны, заставить студентов ведь ничего нельзя. А если пригрозить им отчислением, проблемами? Каким отчислением? Нет. Чем-нибудь. Вы уже это проходили, было. И тут же все откатили назад, и никакие угрозы не работают. А если все-таки студент не послушается, да, и не сделает того, чего от него просят, действительно могут ли начаться у него проблемы в учебном заведении? Нет. Почему? Я могу сразу сказать, потому что не могут. А если кто-то затаит на него обиду и злость? Обида может быть разная. Другое дело студент, если вот он часто бывает так, что он такой активист, что его на занятиях нет. Угу. Вот. Если он может быть, кстати, этот активист пропадать в штабе Навального, но это его никто не освобождал от необходимости заниматься. Вот здесь могут быть проблемы. А вообще, насколько вот по вашим данным распространена вот эта практика сегодня в Уфе студентов заставлять голосовать 18 марта на определенных участках? По моим данным, что я, в принципе, не переслышу даже об этом. Серьезно? Конечно. По крайней мере, в нашей академии это абсолютно исключено. Вот, в Академии госслужбы. Может быть, от вас это в других вузах, в других вузах, там, где у меня есть коллеги, допустим, башкирских, тоже исключено. Есть прям скриншоты. В нефтяном это когда попытались что-либо подобное сделать на каком-то там, какой-то и так далее, то потом откатили назад, сейчас они никогда этого делать не будут. Я знаю, например, что в Башкирском педагогическом университете это происходит. Это уже вопрос к руководству педагогического университета. В нефтяном, кстати, тоже, который вы сейчас упомянули, штаб опубликовал прямо аудиозапись директора общежития со студентами, который говорит, если вы не придете голосовать, я в некий черный список вас внесу. Это уже... Скорее всего, он сам попадет в черный список. Директор общежития, да? Потому что это всплыло или потому что он так говорил? Потому что он так говорил. То есть вы искренне убеждены, что этого не происходит? Я искренне убежден, что сейчас подобным образом нельзя этим просто заниматься. Если вы хотите испортить, так сказать, выборы, то это враги могут быть только так себя вести. Почему Центральная избирательная комиссия Башкирии на вопрос, например, нашей радиостанции, будет ли она проводить проверку этих скриншотов переписки из групп старост, например, которые говорят прийти в определенное время, в определенное место, отвечает, что не будут проводить проверку, потому что нет жалобы официальной, нет и действий со стороны ЦИК. В чем дело? За выборами, должна быть официальная жалоба. В первую очередь они будут реагировать на официальные жалобы как некое юридическое действие, да? Второе, есть наблюдатели, и если это не делают, допустим, сами студенты, значит, должны эти юридические акты делать наблюдатели. Тот же самый штаб Навального, неважно как. Пишите, обращайтесь, делайте официальный запрос, официальную жалобу, и по ней будут заниматься. Мне кажется, что это просто бюрократия в наш век. Нет, не кажется. Почему? Потому что если вы хотите, чтобы были соответствующие юридические действия на нарушение закона, то надо действовать в соответствии с законом. Почему тогда, например, Следственный комитет республики или прокуратура, чаще все-таки Следственный комитет,
проводит проверку по сообщениям, появившимся в СМИ, в социальных сетях. Это очень распространено. Вот они почему-то не требуют никаких официальных к ним обращений, сами действуют с инициативой. Это другой момент, потому что что касается экономических преступлений, уголовных преступлений, то да. Допустим, коррупции, то да. То здесь надо действовать незамедлительно, не промедлительно, и понятно, там может и не поступить никаких моментов. А здесь уже есть свидетельство, есть кто-то уже это выявил на какую-то так называемую чистую воду, действуй дальше. Угу. Ну, то есть вы считаете, что ЦИК поступает правильно, а уже средства массовой информации, например, обратилось с запросом, это не повод проверить? Письменно обратились. Если бы мы бумажку написали, то тогда это уже поменяло дело. Конечно. Да. Ну, это какая-то глупость, на мой взгляд. Это не глупость, это ответственность. Если вы ответственно себя ведете и считаете, что за каждым действием должен отвечать, директор общежития должен отвечать, студент должен отвечать, средства массовой информации тоже должно отвечать. Хорошо, если сейчас штаб Навального, как они говорят, в ближайшие дни оформят эту жалобу и отправят ее в ЦИК, вы можете предсказать, какие будут дальнейшие действия? Ну, я думаю, что... Ну, какие действия? Пока ничего нет. Ну, будет ли реально проверка какая-то проводиться? Или ну, я думаю, что будет. Я думаю, что это будет обязательно. Потом у нас же, в принципе, выборы федеральные. Кроме нашего ЦИКа есть еще и Центральная избирательная комиссия, которая находится в Москве. Угу. Вчера, кстати, представитель Центральной избирательной комиссии приезжал в Уфу. Вот, к сожалению, журналисты на ГТРК ему не задали вопросы про эти переписки. Вот. Он сказал, что, в общем, все хорошо, все замечательно, в Башкирии все будет чисто, прозрачно, и никаких сомнений у него нет. Сейчас, в первую очередь, Центральная избирательная комиссия, она отвечает за организационную и техническую сторону. Они смотрят, чтобы были везде участки, чтобы везде все было, чтобы работала техника, чтобы бюллетени поступили на избирательные участки, чтобы была соответствующая охрана, чтобы было место для наблюдателей, чтобы работали все эти системы видеонаблюдения, которые... Там такое количество техники, и с этим надо разобраться. Там, знаете, сколько людей в этом задействовано? Ну, наверное, много, да. Ну, на это есть аппарат Центральной избирательной комиссии Башкирии, они должны с этим разбираться, наверное. Там что, очень большой аппарат? Я не знаю. Там небольшой аппарат. Хотя там техническая служба тоже, безусловно, есть, но они этим занимаются. Потому что я знаю, что там они инновациями, и новой техникой, и новыми возможностями. Это у них должно быть все четко. Но вот все-таки, если говорить про жалобу, которая, допустим, поступит, да, в Центральную избирательную комиссию, вы думаете, что вот по итогам проверки, например, если ЦИК выяснит, что были действительно принуждения студентов, могут быть какие-то уже действия, там, могут наказать ректоров вузов или что? Скорее всего, ну там ректор, если ректор к этому еще имеет отношение. Вот, безусловно, какая-то беседа, пока это разговоры. Пока это некая агитация или побуждение, но это не действие, его же нет. Агитация к чему вы имеете в виду? Ну, допустим, голосовать там или сям. Нет, ну то когда говорят, но что они же не говорят, что надо явиться... голосовать именно за так, а не иначе. Нет, ну они говорят, иногородние студенты обязаны явиться в такое-то время, в такое-то место и написать, значит, заявление. Но вы как человек, работающий в этой системе, должны понимать, что студент находится в уязвимой ситуации. Он не может не сделать так. Нет, там есть одна технический момент. Вот если студент официально прописан по этому месту, то, естественно, он внесен в списки на данном избирательном участке, где будут голосовать, допустим, студенты, проживающие там-то и так далее. Но есть масса людей, которые вообще даже не оформили прописку. Ну, так они могут открепительные получить и вот, проголосовать. Ну, вот они как раз, может, как раз о них и шла речь. Что они, чтобы не ехать домой к себе в деревню... Может, не хотят поехать домой, это же выходные будут. Могут. Да, воскресенье, суббота, воскресенье. Вот, но чтобы они не зависли где-то в дороге. Вот поэтому это некий совет, я могу так сказать. Мы проводили встречу, там мы знаем, что ряд курсантов Уфимского юридического института будут привлекаться в качестве помощников для обеспечения безопасности избирательных участков. Вот они придут туда, допустим, где-то без 10:08. К себе на участок они уже не попадут. Завершат работу, они уже после закрытия избирательного участка. Вот им обязательно нужно заранее сказать, чтобы они открепились там и взяли, допустим,
направление там, где они хотя бы будут выполнять свои обязанности. Им можно рекомендовать, им можно сказать, что есть такая возможность, но говорят, что вы должны это сделать, что вот вы обязаны. Вот речь как раз идет о рекомендациях. Потому что мне трудно вот говорить, я не слышал то, о чем вы говорите, первый раз от вас слышу. Вы почему-то уверены, что это была вот жесткая такая установка? Я видел скриншоты этих переписок. Скриншоты кого? Переписок в группах старост, где они говорят прийти в такое-то время. Я знаю, это не от одного студента. Это многочисленные сообщения. Но они же не приводят буквально того, как с ними беседовали. Есть беседы из этого общежития, где говорят, что в черный список внесут. Но если где это есть, это значит прямое нарушение. Или готовится прямое. Его еще нет, но готовится прямое нарушение. Глава республики Рустем Хамитов в одном из последних интервью сказал, что ожидаемая явка на выборах в Башкирии 70%. Причем ожидаемое – это, наверное, не совсем удачное слово, потому что там была формулировка «явка в 70% нам по силам, и, значит, вот она будет такая». Это что, было дано такое некое указание, что ли, что вот это стоит расценивать как указание главы республики? Мы должны обеспечить явку в 70% в Башкирии. Или это просто вот ожидание, действительно? Я не слышал этого высказывания, но если это звучало именно так, и смотря где, в какой аудитории это звучало? Это звучало в интервью одному из журналов «Урал-Эксперт» он назывался. Там вообще говорили про инвестиции, но последний вопрос был про это. Давайте я вам сейчас даже цитату найду и прочитаю. Потому что социологические службы проводят исследования, замеряют, кто придет, не придет, разные мотивы этим связаны и так далее, и так далее. Вот смотрите, цифры есть. В разное время, в принципе, цифры разные. Цитирую. «Выборы мы всегда проводим надежно, народ голосует активно, явка в 60-70% вполне по силам для нас, политическая обстановка достаточно спокойная, население в Башкортостане грамотное, все понимает». Конец цитаты. Что значит выборы мы проводим надежно? У нас, в принципе, он опирается на старый опыт, что, по большому счету, у нас явки меньше 60-70%, в принципе, никогда не было. Она всегда была такой, причем в разных районах республики она большая, населения много, избирателей много. Вот, и она везде по-разному. В городах это чуть меньше, в некоторых существенно меньше. На селе это достаточно серьезная активность, больше 90%. В конечном итоге все это выходит на уровень, вот как прогнозировали мы в свое время, в начале избирательного процесса, в 65%. Что значит выборы мы всегда проводим надежно? Здесь, понимаете, комментировать некую прямую речь, то, что выборы будут, что люди придут, что народ уверен. Это не некая прямая речь, это прямая речь главы региона перед выборами. Это очень важные слова, я считаю. Это важные слова. Но в данном случае пригласите в студию, спросите главу республики. Знаете, с удовольствием, боюсь только, что не придет, конечно. Я думаю, что за него я отвечать не буду. Как политолог. Как политолог, я выбрал бы другие слова, естественно. Я говорил о прогнозе, о прогнозировании и так далее. И вообще, население грамотное все понимает. О чем говорит? То, что у нас население имеет достаточную политическую культуру. Да. И сама процедура выборов для них не нова. Они много раз ее проходили и прекрасно знают, как осуществлять голосование. Вот что он имел. В данном случае я имею в виду, когда мы говорим, что наше население к выборам готово. А если вдруг явка будет меньше 70%, реальная явка, вы допускаете возможность того, что будет какая-то фальсификация со стороны членов УИК, которые захотят ее немножечко повысить? А зачем это им надо? Потому что кто-то, наверное, в общем-то, у кого-то будут неприятности, если явка будет ниже, мне так кажется. А если у них будут неприятности? И у них тоже будут неприятности, если явка будет ниже. Я думаю, что если надо четко, как все надо делать по закону, и никаких проблем не будет. Нет, вы знаете, можно делать не по закону, и проблем тоже не будет. По-моему, в Башкирии очень много примеров с избирательными комиссиями. Но мне кажется, сейчас время немножко меняется. И установки, которые есть и у Центральной избирательной комиссии республики, и о том, как они работают, я думаю, что речь идет о том, все делать по закону. Все делать по закону. Вот, кстати, вам пример с выборов 2016 года. Уже на носу выборы президента, а до сих пор в суде идет процесс по выборам в Госдуму.
которые в Башкирии проходили, в горсовет уфимский. Там кандидаты от партии Родина даже поучаствовали в неком эксперименте с каруселями, поставили условное обозначение в паспорт, вынесли бюллетени с избирательных участков, а потом посмотрели, значит, сколько бюллетеней написали в протоколе. По логике их должно быть меньше на то количество, которое они вынесли, но нет. В общем, там было написано, что из урны извлекли столько же, сколько выдали на руки. Вот явный пример. Об этом написали мы, об этом писал «Коммерсант». Сейчас в Верховном суде, слушая жалобы, ничего. Следственный комитет не возбуждал дело по этому поводу. Ему было достаточно опросить членов участковой комиссии, которые сказали: нет, это неправда, никаких каруселей не было. В общем, если не работают инструменты контроля, то о какой честности выборов мы можем вот говорить? Что вы называете инструментом контроля? Не работает, например, прокуратура, не работает Следственный комитет, которые должны были возбудить дело, как я считаю, наказать виновных, и вот тогда бы другие побоялись. А вы говорите, делайте все по закону, но если закон не работает. В данном случае другого пути здесь нет. И контролерами здесь должны выступать все-таки общественные контролеры. Прокуратуры на всех не хватит. Следственный комитет есть еще. Ну, ЦИК тоже есть, не хватит. в конце концов. Ну, ЦИК, они здесь будут... Защищать своих? Они будут организовывать избирательный процесс. Но они что, не должны заниматься вопросами? Они обязательно будут принимать все заявки, все заявления, особенно письменные заявления об нарушениях. В том числе будет горячая линия работать. О всех нарушениях можно было сообщить, так сказать, и в Центральную избирательную комиссию, куда угодно. То есть вы считаете, что общественность, гражданское общество недостаточно активны в этом вопросе? Ну, я думаю, что не то, что недостаточно активно, может, недостаточно настойчиво в этом вопросе. Потому что это обречь себя на полсуток бдения на избирательном. Это тоже надо, ведь выходной день, все бросить и сидеть бдить, это надо же очень огромное желание для этого делать. Ну, а если вот сейчас подготовить наблюдателей партии, вот движение «Голос», здесь есть отделение, оно тоже, я, насколько знаю, занимается подготовкой наблюдателей на эти выборы. Как вам кажется, реально вот пресечь какие-то нарушения? Я думаю, что реально, но тем более, что технически сейчас вот эти протоколы, сейчас вообще трудно что-либо там подрисовать-то. Угу. Просто бюллетени вбросить нетрудно. А как их вбросить, если идет жесткая регистрация вот этих всех открепительных талонов невозможная? Слушай, ну как? Как в 2016 году вбрасывали? А тогда другой закон был. То есть сейчас, вы думаете, сейчас это не сработает? Сейчас не сработает. По крайней мере, против этой, вот, будем так говорить, возможности, чтобы либо там как раз там предприняты чисто уже организационно-технические меры, чтобы этого не было. А есть еще, например, такой вариант, когда члены участковой комиссии точно знают, что какая-то группа людей не ходит на выборы. Ну, вот они посмотрели, они вообще ни в один год не ходили на выборы. Высока вероятность, что они на эти выборы не придут. Возьмут и вот за них проголосуют. Вот, например, такой способ, насколько я знаю, довольно распространенный. Ну, для этого надо, чтобы наблюдатели все ушли, чтобы проголосовать. Но это мы там 8 рассматриваем... часов, например, звенит звонок, все бюллетени тут же гасятся, и что там гасится? Могут чай попросить, выйти попить. Нет, этого не может. Может быть. Слушайте, мы берем идеальную ситуацию, где у нас такие активные наблюдатели, готовые до конца там бороться и отстаивать свои права. Могут же быть, ну, не такие наблюдатели. Может быть, участок, где вообще наблюдателей не будет, например, независимых. Ну вот поэтому здесь, что называется... Есть такое вот выражение: квалификация гражданина зависит от его умения голосовать, но, видимо, и контролировать. Угу. Вот и все. Поэтому вопрос зрелости гражданского общества в этом как раз и проверяется. А, кстати, вот по поводу подсчета бюллетеней, в Уфе КАИБы поставят, ну, правда, не на всех участках, но довольно много КАИБов. Да. По-моему, там более 100, насколько я помню. А как вы думаете, это вот хороший такой показатель? Могут отличаться результаты значительно на участках, где будут КАИБы и где их не будет? Я думаю, что не должны отличаться. Вот. Ну, а участки, ведь отличие не от этого. Очень часто бывает, ну, допустим, характер поселения. Допустим, если район с многоквартирными домами, там, и так далее, или район, ну, так сказать, частной такой застройки,
район достаточно благополучный в смысле инфраструктуры, район с проблемными, допустим, вещами, которые еще от этого же зависят, а не от того, что стоят там КАИБы или не стоит техническое средство. Угу. Еще такой вопрос по поводу явки на выборах. Вот, по-моему, обычно явка на выборах в национальных республиках, будем называть их так, да, есть еще вариант назвать их многонациональными республиками, в общем, в республиках отличается от явки в других регионах. Вот мы, например, если посмотрим последние выборы, там в Татарстане 90%, в Чечне, в Дагестане. В Татарстане не было 90%. Значит, 85%. Никогда. Давайте я даже сейчас... Чечню сравнивать не будем. Нет, был очень высокий процент на прошедших выборах, а у Башкирии, наоборот, был не очень высокий процент. Там было порядка 60. О чем это говорит? Татария – это достаточно благополучный регион. И не в смысле лояльности населения в отношении к власти, а в смысле решения социально-экономических вопросов. Это пример для многих регионов. Конечно, в Татарстане будут голосовать лучше, чем какой-нибудь там, извините меня, Вологде или Костроме. Ну так Чечня вообще, наверное, тогда просто эталон. А сколько денег в Чечню сегодня федеральный бюджет? Они должны вообще по 2 раза ходить голосовать. У меня еще есть вопрос по поводу рейтингового голосования, которое будет совмещено с выборами президента, но мы уже об этом поговорим после перерыва на «Московские новости». В Москве 13 часов 30 минут. Новости. ФСБ рапортует о задержании в Махачкале нескольких человек, причастных к массовой вербовке боевиков в ряды запрещенной организации «Исламское государство». Под стражу взяты организаторы и 4 его сообщников. По версии следствия, они склонили к выезду из России, в частности в Сирию, не менее 4000 человек. Скотланд-Ярд при необходимости готов оказать поддержку полиции графства Уилтшир в расследовании инцидента с участием бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Как заявил агентству Рейтер представитель ведомства, это необычный случай. Нужно как можно быстрее выяснить причины недомогания пострадавших. Сергей Скрипаль, а также его спутница были найденными без сознания на скамейке в торговом центре. Сейчас 60-летний мужчина и 30-летняя женщина находятся в больнице. Их состояние оценивается как критическое. Есть предположение, что Скрипаль и его спутница были отравлены. Заявление о причастности россиян к инциденту с бывшим сотрудником ГРУ не удивляет пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Мы видим, что произошла вот подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это может быть связано. Сергей Скрипаль был обвинен в России в шпионаже в пользу Лондона. 8 лет назад он был помилован президентом. Позже его обменяли на россиян, задержанных на Западе. Великобритания предоставила Скрипалю убежище. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин обвинил Центр избиркома в информационном вбросе о своих зарубежных счетах. Он написал в Фейсбуке, что ЦИК пытается устроить сенсацию на пустом месте. Грудинин продолжает утверждать, что не скрывает никакой информации и не намерен снимать свою кандидатуру. На днях ЦИК сообщил, что обнаружил 11 новых счетов Грудинина в швейцарском банке. На них может находиться более $1 миллиона. Американская авиакомпания «Дельта» не будет выполнять прямые рейсы из США в Россию. Это было трудное решение, признали в пресс-службе перевозчика. Российские пассажиры, отмечают, там смогут летать в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам. Как пишет «Коммерсант», Аэрофлот на этом фоне планирует увеличить количество рейсов, в частности в Нью-Йорк и Майами. При этом утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости билетов. Власти Ленинградской области в этом году начинают переезд в Гатчину, которая станет административной столицей региона. В течение ближайших 2 месяцев должны быть подготовлены необходимые документы, передает ТАСС. Сейчас администрация области располагается непосредственно в Санкт-Петербурге. Губернатор области Александр Дрозденко считает Гатчину хорошим выбором, поскольку она близко расположена к северной столице и там хорошо развита транспортная сеть.
На следующей неделе в Москву может прийти оттепель. По предварительным прогнозам, в понедельник ожидается до +2, а уже во вторник до +4. Ночные температуры пока останутся отрицательными. Но пока в Москве -14, ночью ближайшие обещают до -15, завтра днем -5-7, небольшой снег. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Река. Елга. Река Белая. Агыдель. Елгаһы. Река Белая. Агыдель. Елгаһы. На старом мосту через реку Белую начались ремонтные работы. Агыдель аша үткән иске күпердә ремонт эшләре башланды. На старом мосту через реку Белую начались ремонтные работы. Агыдель аша үткән иске күпердә ремонт эшләре башланды. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Это программа «Персонально ваша». В гостях у нас сегодня политолог Сергей Лаврентьев. Присылайте вопросы. Номер +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться и смотрите прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. А по поводу рейтингового голосования хочу вас спросить, которое совмещено с президентскими выборами будет во многих регионах России, в том числе и в Уфе. Для чего это делается и будет ли результат от этого какой-то? Ну, любое рейтинговое голосование, любые рейтинги, они нужны для чего? Вот, для того, чтобы, замерить ситуацию, да. У Дэвида Истона в его формуле политической системы, если вы помните, там есть такая называемая петля обратной связи. Вот для того, чтобы эту обратную связь, разных направлений, в принципе, это необходимо. Надо не только с выборами, это надо часто делать. Так там голосование вообще по поводу того, в какой из участков Уфы деньги вложить и какой участок развивать. И возникли вопросы, а зачем это совмещать именно с выборами? Никогда не проводили, не спрашивали мнения людей, а тут вдруг решили. Я думаю так, что это одна из технологий, которая должна, мысли организаторов поднять, процент явки, я думаю. Сработает? Сработает, потому что, как всегда, масса своих людей, это же простые люди, которые живут, которые там наступают в какие-то лужи, которые спотыкаются о какие-то ямы и так далее, и так далее. И их, по большому счету, это может даже больше волнует, чем мировой политический порядок. Они пойдут по этому. Надо определить, чтобы наш район не остался, без своеобразных денег. Но сейчас, кстати, это очень хорошо ложится на достаточно принципиальную позицию, изложенную Путиным в послании, о необходимости уделить серьезное внимание территориальному развитию. Многие главы республик и территорий, когда один из журналистов, уважаемых мною, там разные были, спрашивал, допустим,
сюжете о расширении территории свободы, все они уходили от этого вопроса, потому что, видимо, не понимают, что это такое. Но это так, я говорю, и все уходили в сферу территориального развития. Поэтому это очень важно. Это важно. Люди, которые работают в городах, территориях, им очень важно, вот как люди, так сказать, ну, мне кажется, это не только от них зависит, потому что здесь все равно будет работать некий территориальный эгоизм, а руководители должны все-таки более объективными критериями руководствоваться при определении критериев распределения бюджетных средств. Ну да, то есть условно, не знаю, там один район соберется, или, не знаю, глава администрации района мотивирует всех пойти, да, чтобы деньги получить на развитие конкретного какого-то парка. А вы думаете, что прислушиваются вообще вот реально к я думаю, что да, результатам? потому что любая здравая позиция, ну, конечно, будет анализ, будет интересно. Может быть, какой-то интересный подход. Почему нет? У меня вопрос, вот я снова хочу к штабу Навального вернуться, прям буквально ненадолго. Вы так любите штаб Навального, это сразу хочу сказать. Вы знаете, они просто ньюсмейкеры. Вот, к сожалению, я не могу назвать какую-то другую политическую силу в Башкирии, которая бы была таким поставщиком новостей. Вот, может быть, вы можете? Кто? Коммунисты? Ну, допустим, вот на том круглом столе там достаточно интересные вопросы задал представитель штаба Собчак. Угу. Его, видимо, интересует, допустим, как будет учитываться бюллетени, испорченные, не испорченные и так далее. То есть они как раз думают, именно понимая или вникая в суть от самого избирательного процесса. Ну да, но я же говорю про информационную повестку. Вы видите, штаб Собчак информационной повестки немножко есть. Они поставили юрту и сообщили об этом, что они нам чай разливать будут, значит, медом башкирским угощать в агитационной юрте Ксении Собчак. Вы знаете, довольно интересное письмо мы получили от них. Там все СМИ получают рассылку от штаба Собчак. И там говорилось, что, оказывается, удивительное дело, но площадь у Дома профсоюзов исключена из перечня мест, где можно проводить митинги. И штаб об этом узнал только сейчас, когда подал заявку, хотя вроде как все полгода назад уже это обсудили. Ну, вот это к вопросу об их информированности. Вам не кажется? Что это за люди в штабе, которые вот даже об этом не знали? Вопрос к людям. А вы, кстати, понимаете, кто у них там председатель штаба? Нет. Вот зампредседателя был на этом круглом столе, на котором я тоже присутствовала. Да, действительно, он там представился, Эрик Королёв его зовут. А кто председатель-то у штаба? Не знаю. Вот действительно непонятная ситуация. Я все-таки, на самом деле, не совсем про штаб, а про сторонника Навального, который живет в Кармаскалах. Это школьник, ученик 9 класса, и у него в субботу прошел обыск. Если был бы обыск у сторонников Ксении Собчак, я бы задала вам в этот вопрос. Но прошел обыск у сторонника Навального. И что у школьника в Кармаскалах нашли? 2 листовки. Одну со стены сорвали, вторую с рабочего стола взяли. Вот. Там был Путин крестиком вот так перечеркнутый. Изъяли для изучения. Вот. Зачем полиция это делает? Вот этот вопрос как раз о том, что этого не нужно делать. Потому что для того, чтобы... Тем более, что когда избирательный процесс идет, здесь же ведь не только агитация за, но и агитация против. Это все законно. Другое дело, что человек, который не имеет никакого отношения по возрасту, вот, это школьник, это несовершеннолетний человек, хотя, вот, если взять некие технологии, кстати, это тоже еще один пример того, что Навальный явно имеет цель не эти выборы имел, потому что он активно работает с детьми, со школьной аудиторией, и на последних вот 28 там января, кажется, была эта акция, там же одни дети были. Неправда. Ну, или большинство было. Да, многие с родителями пришли. Большинство. Ну, даже не это дело. У меня и другие примеры есть, свидетельствующие. Он где-то, его цель через 6 лет. Они станут уже совершеннолетними избирателями. Кстати, а вот такой у меня к вам вопрос. Мы сегодня утром в эфире это обсуждали по поводу выборов. Смотрите ли вы предвыборные дебаты? Региональные. Вот меня интересуют региональные. Региональные как-то... У меня нет времени, честно говоря, вот сидеть и смотреть эти дебаты. У меня, дай бог, так сказать, новости итоговые где-то так посмотреть, да? Ну, я правильно делаю вывод, что не такой большой интерес они у вас вызывают, чтобы вы находили время смотреть их? Нет.
У меня, кстати, и федеральные, это не всегда есть время смотреть, хотя на разных каналах есть они разные. Вот, и по-разному там себя люди ведут. А тем более сейчас там интрига, все ждут там кто кого чем. Польет, ударит или еще что-то. Вот, поэтому, честно говоря, мне этот формат не очень интересен. Вот. Ну, просто не интересен. Вот. Дискуссия как таковая, ну, вполне возможно. Почему? Ну, там дискуссии там как таковой нет. Региональные дебаты, насколько я понимаю, еще и начинаются в неудобное время, в 9 утра. Ну, в общем-то, когда в основном все люди на работе. Ну, в это время уже на работе надо работать, а не... Дебаты смотреть. Дебаты смотреть, я согласен. Но в основном, в принципе, то время, которое у них есть, это значит расчет на... У нас в стране 49 миллионов пенсионеров. Еще домохозяйки есть. Да, ну и домохозяйки есть, поэтому они наверняка смотрят в это время. Если было бы часов, так сказать, 7:30, 8:30, в это время народ, ну, вряд ли за завтраком стали смотреть. Почему дебаты. Нет? Если это интересные дебаты. Я просто знаю, что вот людей, так называемых политических гурманов, которые все это делают так вот, не так много. В нормальном смысле это не более 6-10%. Нет, подождите, вот человек утром включает телевизор на кухне, чтобы новости посмотреть, а там, например, новости, а следом дебаты. Он что, переключит? Если его что-то заинтересует, будет смотреть. Если нет, то нет, то не будет. Вот переходя к теме выборного законодательного органа Уфы, городского совета, хочу задать вам следующий вопрос. Был отчет спикера горсовета Валерия Трофимова на последнем заседании горсовета. Я на нем присутствовала, внимательно слушала этот отчет. И там Валерий Трофимов сказал интересную вещь. Он потом повторил это у нас в эфире, что горсовет хочет провести реформу комиссий. Ну, в общем, комиссии, в которых состоят депутаты, сейчас это где-то по 3 человека в одной комиссии. Это неэффективно, как выяснилось, потому что один депутат не приходит на заседание, и все. В общем, заседание сорвано. Они там все занятые люди, предприниматели. И горсовет хочет, чтобы было по 6 человек в комиссиях, и причем, чтобы не просто рандомно туда людей размещали, а чтобы, вот, например, строители входили в комиссию по строительству. Считаете ли вы, что это правильно? Что это принесет какой-то желаемый эффект? Или от перестановки этих фигур ничего не поменяется? Ну, в принципе, депутаты горсовета, они должны быть заинтересованы в повышении эффективности своей деятельности. Но это не только любой представительный орган. Здесь возьмем городской совет, он сидит на земле, решает конкретные вопросы. Вот. Понятно, что они практика, видимо, показала, что подобного рода деление, но это идет, видимо, инерционно советской эпохи, когда комиссии ничего не решали. Они формально имели место быть, что-то обсуждали, как правило, голосовали, поддерживали и так далее. Вот сейчас, когда принципиальные вопросы, бюджет, например, города, и так далее, я думаю, что это справедливая постановка вопроса, что должна быть какая-то все-таки коллегиальность. Вот есть, например, у психологов есть такое определение, что вот когда ты приглашаешь людей в гости, например, да, что должно быть не меньше 6, но не больше 9. Людей. Почему? Да. Тогда получается разговор. Угу. Все участвуют. И 6 человек – это та критическая масса, которая позволяет обеспечить коллегиальность. Вот. И в том числе профессиональный разговор. Вот для того, чтобы это, допустим, принцип работал, это психологи, это мировая психология, это не изобретение какое-то, так сказать, домашнее. Надо сделать так, что действительно комиссий должно быть, может быть, меньше, может, такое количество, но почему депутат не может быть в нескольких комиссиях? Почему депутата, который строитель по своей сфере деятельности, почему его не должна интерес, допустим, благоустройства, например, или какой-нибудь... Там, возможно, это одна комиссия будет по строительству и благоустройству. Может быть. Или вопросы культуры, вопросы образования. Ну, я думаю, Валерий Трофимов имел в виду, что он некомпетентен будет в этих вопросах, депутат, особенно тот, для кого это первый созыв, и он ничего не сможет сказать там. Я думаю, что любой родитель, у которого есть дети,
достаточно компетентен в сфере образования, потому что они потребители. Не всегда. Но, тем не менее, значит, надо... избиратели, жители города, что теперь вы некомпетентны, мы вас слушать не хотим. Угу. Нет. Поэтому я думаю, что вот как раз уровень представительного органа, там должно быть все, исходя, можно временные комиссии создавать, когда возникает какая-то сложная проблема, которая носит какое-то время. Мне кажется, вот что такое распределение, когда 6 депутатов-строителей войдут в одну комиссию, приведет к тому, что они просто будут решать свои какие-то бизнес-интересы. Тоже возможно, и причем они будут их решать в своих узко, будем так говорить, профессиональных интересах. Угу. А вот строитель ради строителя ведь не работает, там, в принципе, он работает ради жителей города. Поэтому здесь, я говорю, должен быть разумный подход. Если человек хочет участвовать, он должен иметь право участвовать в заседании комиссии. Может быть, просто с совещательным голосом. Я хочу у вас получить совет, вот как журналист. Скажите мне, пожалуйста, стоит ли верить Валерию Трофимову, который говорит, что вот когда создадим комиссии, тогда вот новые, тогда точно пустим журналистов на заседание этих комиссий. Вот целый год не могли решить этот вопрос, а теперь точно решим. Ну, в принципе, наверное, стоит верить, потому что он же сказал об этом публично. Он и до этого говорил публично, что откроет их, но не откроет. Кстати, в свое время журналисты посещали все комиссии, проблем никаких не было. Валерий Трофимов бы с вами не согласился и сказал, что Валерий этот Трофимов, созыв самый открытый. Здесь ведь почему, вот сразу ответю, почему представительные органы, не только городской совет, не только города Уфы, но и других, в том числе и наш Верховный Совет. Вот когда мы анализируем рейтинги вот этих различных органов власти, они на последнем месте. Угу. Почему? Почему? Не знаю. А потому что люди не знают, чем они там занимаются. Журналистов, как говорится, не пускают. Но, в принципе, с другой стороны, у нас нет такой специализации, так называемой парламентской журналистики. Это правда, да. Везде она есть. У нас нет. Потому что журналист, он должен знать, что лежит в основе, какова интрига, каковы точки зрения, в чем здесь, так сказать, диалектика, в чем борьба. Нет, у нас есть журналисты парламентского пула, но это в Москве, например, в регионах это не распространено. Формально являются, но они... Вот когда интересно, как проходит решение вопроса, что есть сторонники, есть противники. Ну, слушайте, на нас могут создать этот орган, он не будет работать. Ну, то есть, как бы, если туда посадят журналистов, и они начнут писать какие-то вещи неприятные, просто закроют потом все и всех выгонят, мне кажется, это так произойдет. Ну, то есть, если журналистское сообщество даже выступит с такой инициативой, ее не примут. Ну, в данном случае это не журналистское сообщество должно так, это должен быть сам городской совет или там любой совет, да, это орган представительный, должен быть заинтересован, что о его работе люди узнают. Не только на сайте, где они сами свои решения пишут, но и, в принципе, вообще должна быть открытая дискуссия. Ну, так они же встречаются с избирателями. Ну, с избирателями встречаются замечательно. Журналисты, значит, должны посещать эти встречи с избирателями. Угу. Журналист – это... У нас нет ни клуба парламентской журналистики, нет людей, которых это интересует. По большому счету, это действительно, кто-то аккредитовался при этом, но он должен иметь полное право присутствовать на всех мероприятиях. Нет, я бы не согласилась с вами, что нет интереса. Почему? Есть интерес. Просто одно дело, когда ты ходишь на заседание, где депутаты уже с готовыми решениями, они вообще не высказываются даже по этим вопросам. А другое дело, когда ты присутствуешь при принятии этих решений. А у нас в таких ситуациях вроде бы все говорят, вот 6 партий являются членами Курултая. Да. В Курсовете их тоже много, кстати. Ну, подойдите, где выступление оппозиции? Где выступление другой точки зрения? Их нет. Но если их нет, значит, вы подойдете. Ну, коммунисты, вы как считаете? Он должен ответить. Должен, да. Ну и все. И вот сразу возникает интрига. Ну, вот, например... Сразу возникает драматургия. Председатель... Не, вы знаете, мне кажется, вы ошибаетесь. Председатель фракции КПРФ бывает у нас часто в эфире, и как-то его линия не отклоняется от линии горсовета. Сколько он выступает на самом заседании городского совета? Вообще не выступает, обычно. Но сейчас он в Курултае уже, конечно. Может, там будет выступать. Да и там не будет выступать. Я хочу вам еще один вопрос. Они хорошо устроились. Задать тоже, кстати говоря, про средства массовой информации. Тут новость появилась, что в республике создается новое СМИ. Оно будет большое. Это интернет-портал, который будет примерно как, например, бизнес-онлайн по вот, стилистике новостей, а по формату, как еще, например, знаком. То есть работать вот со своим, скажем,
корреспондентом в Москве, например, да, который имеет доступ в Кремль, там, в Госдуму и так далее. И появился вопрос, кто это СМИ создает. Например, публицист Шамиль Валеев утверждает, что интересант там на самом деле глава республики Рустем Хамитов. А формально создает это СМИ Торгово-промышленная палата, которая говорит, что это будет наша СМИ при нашей палате, и, в общем, будет писать оно, в общем-то, по новостях экономики. Насколько, во-первых, вам кажется, не знаю, адекватным, что ли, то, что Торгово-промышленная палата создает свою СМИ, в которой будет каждый год 10 миллионов рублей только на зарплату сотрудникам России? Очень сложно. Во-первых, я не знаю, где они возьмут такие деньги, или опять обложат, так сказать, членов Торгово-промышленной палаты. Но это не так-то легко. Да. Потому что членов Торгово-промышленной палаты, которые имеют непосредственно республиканское подчинение, становится все меньше и меньше. Рынок, он немножко по-другому мыслит, и вряд ли кто-то будет закладывать какие-то средства туда. При планировании бюджета, например, для работы со СМИ, любая крупная компания закладывает. Но вряд ли она будет отдавать деньги, так сказать, в одну корзину. Угу. Потому что это просто не рентабельно, не выгодно и нехорошо. Вот понятно, здесь нет слов, что сегодня идет переформатирование рынка этого массовой информации, что печатные издания уходят, так сказать, куда-то в небытие. Многие фактически уже не читают. Газета, типа «Вечерняя Уфа», она вообще не появляется в киосках, ее нет. Просто их нет. Там такие тиражи, что они только уходят по подписке, к начальникам. Угу. На столах лежат, посмотрят. А кто их читает? Интернет, да. Народ, конечно, там интернет смотрит, и мы знаем, кто работает в интернете. Это современные технологии, это должны быть подготовленные люди, должны быть грамотные специалисты, там должна быть оперативность. Оперативность, вот мы с вами сейчас сидим, журналист тут же пошло в эфир, например. Нет, я не сомневаюсь, что там будут робот-специалисты, потому что туда уходят журналисты из действующих СМИ. Вопрос в том, зачем это СМИ создается. Если верить, например, Шамилю Валееву и его и инсайдеру, то это в интересах главы республики. Будет ли это эффективно, как вы считаете? Новая СМИ, которая, наверное, как я предполагаю, будет писать что-то хорошее о главе республики или как-то подавать такую информацию. У нас все реально существующие СМИ пишут хорошее о главе республики. Почему? Причем их много, а не одно. Потому что там будет одно и будет писать хорошее о главе республики, а так здесь много. Насколько это эффективно? Насколько это эффективно с точки зрения пиара главы республики, например? Нет, это не эффективно. Это может быть эффективно, когда человек не знает. Когда человек уже узнает, то о нем судят уже не потому, что о нем пишут, а потому, что он делает. То есть новые СМИ здесь не поможет. А если он будет писать про инвестиции, например, которые в принципе, про инвестиции это тоже вещь о том, во-первых, деньги любят тишину. Там, где их считают, там, где принимают решения о инвестициях, это всегда серьезная аналитическая работа, смотрит, как регион, как там с рабочей силой, с логистикой и так далее, насколько будет реализовываться продукция, которая и так далее. Это серьезный вопрос. Он не решается через СМИ. Угу. Инвестиции не привлекаются через СМИ. Инвестор, это, как правило, тем более инвестор, как я знаю, что наши 10 миллионов для них не инвестиции, это надо, значит, входить за сотни миллионов, и так далее. Эти люди не принимают решения на основании статьи, напечатанной в газете. Нет, подождите, а вот такой вопрос. Вы наверняка очень много слышали про то, как говорили, когда в холодильниках опустеет, тогда русские люди не знаю, уже выйдут на улицу и что-то поменяется. В общем-то, в холодильниках пустеет. Это показывают все статистические данные. Люди экономят на еде, реальные доходы падают, но люди не выходят, на улицу толпами все равно и смотрят послание Путину с федерального собрания и восхищаются тем, что мы ракету запускаем. Это я к вопросу формирования образа правителя твоего. Почему вы думаете, что здесь СМИ не справятся, даже если инвестиции реально не будут привлекаться? Потому что я уже давно знаю, и знаю, как работают СМИ. Они появляются, исчезают, потом появляются новые, опять исчезают. Но это никак не сказывается на авторитете
особенно местных руководителей. А если это СМИ негативно пишет про руководителей, тоже никак не сказывается? Ну, тоже, потому что кто-то прочитал, кто-то не прочитал. Вот, поэтому здесь же у нас и такие СМИ есть, которые... Вот, поэтому здесь тоже на те же грабли, кстати, наступают. Когда вдруг газету, которая пишет там критические какие-то материалы, вдруг она начинает печататься где-то в соседнем регионе. Ну и что? Угу. А когда люди об этом знают, они еще более внимательно начинают читать эти материалы. Это была программа «Персонально ваш». Будем ее завершать. Сегодня в гостях у нас был политолог Сергей Лаврентьев. Меня зовут Дарья Кучеренко. Всего доброго. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией.